Изет, также можно смело сказать о том, что он отец крымско-татарского регги, родился и вырос в Киеве. С юношеских лет он занимался музыкой, когда уже стал старше, он открыл для себя музыку регги, понял ее, полюбил и посвятил ей свою жизнь. Каким-то неуловимым образом я почувствовал, что эта музыка, она фактурно не похожа вроде бы на регги крымско-татарская, этническая, но очень много общих мотивов. Возвращение на родину, возвращение к корням, любовь к родине, возвращение к вере, к истине. То есть социальный протест против каких-то несправедливых вещей. И вопреки тому, что в советское время крымско-татарская тема должным образом не поднималась и не раскрывалась, у моего отца, у Изета, знакомство с крымско-татарской культурой впервые было именно благодаря его дедушке. И когда в 2003 году Изет решил создать свою музыкальную группу, он решил назвать ее именно в честь своего любимого деда, крымского татарина, также по имени Изет. Крым-татар, тюркю. Общаясь все больше и больше с крымскими татарами, осознавая их насущные проблемы, это и непростое возвращение на родину, и трагедия, депортация 1944 года, с которой непосредственно столкнулась и сама семья Изета. Он глубоко переживает эти трагические события, и у него рождается песня «Айга», что в переводе с крымско-татарского языка означает «на Луну», и она посвящена событиям 1944 года. И слушал его творчество, и показывал родителям, родственникам, друзьям, потому что такой интерпретации фольклора и регги-культуры я до этого никогда не слышал в крымско-татарском пространстве. Знакомство было через творчество, через композицию «Регги-вагон», которая участвовала в ротации в конкурсе «Радио Промень». Мы услышали ее в Крыму, мои друзья услышали и позвали. Мы послушали, очень заинтересовало, еще не будучи знакомыми с Изетом, ми почали інтересуватися. Часом у своїй творчості Ізет стикався із критикою, здебільшого від старшого покоління. В целом, особенно старшее поколение, оно трепетно относится к фольклору, и любые изменения, они очень воспринимаются так в штыки, и постоянная угроза, я думаю, это общая, да, наша национальная такая трагедия, когда наша культура переименовывается, забирается, уничтожается, то любые такие проявления в так называемой интерпретации или коллаборации с другими стилями, они для нас кажутся, что, возможно, это уйдет и перестанет быть таковым аутентичным. Но Изет это делал профессионально, он абсолютно понимал, как это происходит, потому что и образование, и внутреннее понимание. Зрештою, Ізет створив свій унікальний музичний напрям. Его осознание, его поиск себя, его идентичность, наверное, его привела вот к крымско-татарским корням, и она наложилась на эту субкультуру. И получился продукт в его творчестве абсолютно классный, понятный и профессиональный. Ізет творив, попри часом нерозуміння його нового революційного стилю та травму, яку він отримав за 4 роки до смерті. У 2005 році, після свого першого сольного концерту в Криму, Ізет потрапляє в ДТП у Сімферополі. Пошкоджені обидві ноги завадили повноцінним концертам, але не бажанню творити. Він продовжує діяльність гурту вже з новими музикантами та випускає 4 музичні платівки. Это новый состав. Мы играем полгода. После долгого перерыва, 4 года я не выступал. У меня были серьезные травмы. Я сбила машину. Вот, к счастью, подобрались люди,
которые давно играют в регби. Это участники группы Ганджа в прошлом, врачи из Алматы, с которыми мы неоднократно уже встречались на фестивалях. Численні операції лише на деякий час повертали музиканту можливість ходити. У липні 2009 року після однієї з операцій серце Ізета Аблязова зупинилося. Ход человека, ну, такого, это боль, это тяжесть, от понимания того, что можно было бы сделать еще и сколько было бы еще открытий в творчестве. Но при этом есть и положительный такой радостный момент внутренний, что он успел сделать, что это не было началом его пути. Я считаю, что Изет дал толчок, как я уже говорил, для того, чтобы люди смелее относились к этому. Изет, я не слышал регги в Украине до Изета и не слышал после. После смерти Изета, в принципе, мы потеряли крымско-татарское регги, можно сказать. То есть, как бы, он, в принципе, был первопроходцем в этом плане. И, мне кажется, главное вот это вот наследие, которое он после себя оставил, потому что... Та музика Ізет продовжує звучати у виконанні сучасних кримсько-татарських гуртів.